Верховный суд России принял решение о ликвидации Международного общества «Мемориал». Генеральная прокуратура настаивала, что организация систематически нарушала закон об иностранных агентах. На итоговом заседании представитель ведомства заявил, что организация создает лживый образ СССР как террористического государства, обеляет и реабилитирует нацистских преступников. «Мемориал» – это одна из старейших правозащитных организаций в России. Общество было создано в январе 1989 года. Его первым председателем стал лауреат Нобелевской премии мира Андрей Сахаров. Организация больше 30 лет вела исследования советских репрессий и создала подробнейшую базу данных с именами репрессированных. У здания Верховного суда в центре Москвы вчера собралась небольшая группа людей, поддержавших организацию в ходе процесса. Они скандировали привычное россиянам слово «позор». Полиция оттеснила собравшихся и задержала несколько человек. Правозащитники считают, что для ликвидации организации не было законных оснований. Сотни российских и зарубежных деятелей культуры, нобелевские лауреаты, а также журналисты подписали обращение на имя Путина с просьбой прекратить преследование организации. Последовала и мировая реакция. Правительство Германии раскритиковало решение Верховного суда России запретить Международное историко-просветительское общество «Мемориал». Это судебное постановление противоречит международным обязательствам по защите основополагающих гражданских прав и является более чем непонятным, заявила представительница Министерства иностранных дел ФРГ. Преследование организации российского «Мемориала» – это оскорбление их благородной миссии и правозащитной деятельности во всем мире, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он выразил солидарность с теми, кто подвергся репрессиям в борьбе за свободу слова, и выразил солидарность с политзаключенными в России. Ликвидация Международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал» – темный день для гражданского общества в России. Об этом сказано в заявлении генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич. По ее словам, это сокрушительная новость для гражданского общества в России. Она подчеркнула, что существование и развитие организаций гражданского общества является важной опорой любой европейской демократии. Но Россия, похоже, все дальше отходит от наших общеевропейских стандартов и ценностей, заявила генеральный секретарь Совета Европы. В свою очередь, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель был шокирован решением о ликвидации «Мемориала». ЕС решительно осуждает решение Верховного суда России о ликвидации Международного «Мемориала», который играет важную роль в проработке памяти о политических репрессиях и нарушениях прав человека, написал глава европейской дипломатии в своем Твиттер. Правозащитная организация Amnesty International осудила решение о ликвидации организации, назвав этот шаг оскорблением памяти жертв ГУЛАГа. Директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс заявила, что Международный мемориал – уважаемая правозащитная организация, которая неустанно работала над документированием зверств и политических репрессий, совершенных в годы правления Иосифа Сталина и других советских лидеров. «Мемориал» был единственной организацией в России, занимавшейся столь последовательно и упорно увековечиванием памяти убитых Сталиным людей. А что значит увековечить в данном случае? Значит назвать не только имена погибших, но и имена их палачей. Вот этого «Мемориалу» и не простили. Напомню, что комиссия по защите государственной тайны под председательством Путина в 2014 году продлила срок секретности архивов НКВД до 2044 года. И по сей день не опубликован полный список мест расстрелов и захоронений жертв сталинских репрессий. Как видим на примере Юрия Дмитриева, любая попытка придать гласности полигоны смерти, которые есть почти в каждом регионе бывшего СССР, карается и будет караться самым жестоким образом. Идет полная зачистка. И вошла она в фазу, когда организаторам уже нечего бояться ни реакции внешней, ни тем более внутренней. «Мемориал» давно мешал Путину. Организация, которая напоминает о преступлениях КГБ, и бывший офицер КГБ в кресле президента – это плохо сочетается.
Мемориал напоминает россиянам о сталинском терроре, о преступлениях против своего народа. Путин и его окружение, в основном престарелые выходцы из КГБ, хотели бы, чтобы россияне забыли о темных страницах советской и российской истории. При помощи массированной пропаганды им это почти удалось. Закрытие самой уважаемой российской правозащитной организации – это перелом. Путин готовит страну к темным временам. Это больше, чем очередное закрытие неудобной Кремлю некоммерческой организации. Это поворотный момент, рубеж. Россия после этого будет другой. Нынешнее позорное решение российской юстиции – это прежде всего предвестник еще более темных времен. Станет еще темнее, чем сейчас. Путинская Россия движется к горячей фазе новой холодной войны с Западом. В таких условиях уважаемая на Западе правозащитная организация может только мешать. Есть повод опасаться усиления репрессий и даже террора против оппозиции и всех инакомыслящих. Нелегитимный глава Кремля хотел бы иметь для этого свободные руки и не слушать постоянные напоминания мемориала о новых политзаключенных. Путлерская система до ужаса боится правды, как бы эта правда ни проявлялась. Но случай с мемориалом особый. Помимо того, что эта организация более 30 лет восстанавливала историческую справедливость на постсоветском пространстве, она еще и регулярно придавала огласке имена НКВДшных палачей, чьи потомки грабят и уничтожают сейчас современную Россию. Все, кто преследует преступления спецслужб, не только нынешние, но и совершенные много лет назад, попадают под репрессии. Навальный в тюрьме, его штабы разгромлены, независимые СМИ признаны иноагентами, а правозащитные организации ликвидируют. А с нас еще требуют не отождествлять фашистскую Германию и СССР. О чем говорить, если нынешние спецслужбы уже сами вовсю действуют как гестапо? Но тут не только вина власть узурпирующих престарелых чекистов. Мы с вами тоже виноваты своим молчанием, которым негласно даем одобрение на продолжение и усиление беспредела. Да и в целом у российского общественного мнения есть интересная особенность. Не одобряя репрессии, организуемые нынешними властями, люди у нас гораздо с большим пониманием относятся к репрессиям сталинской эпохи. Вот кремлевские политтехнологи и решили смешать текущую политику с историей. Неужели это означает, что Путин победит? Конечно нет. Будь то историческое осмысление сталинского террора или хроника нарушений прав человека в путинской России, мемориал продолжит работать в подполье и из эмиграции. Когда-то он вернется в новую Россию. Как скоро, зависит только от ее граждан. Мемориал переживет правление Путина и когда-нибудь поможет осмыслить и это время. Когда-то в СССР хотели заблокировать радио «Свободы». В итоге СССР развалился и канул в лету, а радио существует до сих пор. Государство незаметно продолжает реабилитировать Сталина как эффективного менеджера и тем самым подтверждает легитимность созданных им институтов, в первую очередь все тех же спецслужб. Всему свое время. Товарищ Сталин не сразу пришел к 1937 году. Колея нынешней власти давно понятна. Сталинские репрессии оказались одним из самых страшных последствий гражданской войны, которая выработала у общества привычку к повседневной жестокости и бесконечному преследованию врагов. Ликвидируя мемориал, Путин возобновляет эту войну через 100 лет после ее окончания. Ликвидация мемориала – это попытка запретить прошлое, изъять у общества его коллективную память, заставить миллионы людей забыть о своей семейной истории. Те, кто пытаются этого добиться, очевидно, надеются, что навсегда отобьют охоту к независимому, критическому, автономному от государства мышлению. Но они ошибаются. Начав войну с историей, власть сама мобилизует общество вокруг тем, которые пытается цензурировать. Сама обрекает себя на сравнение со сталинским режимом, который пытается защитить от мемориала. Можно попытаться изменить отношение к истории, но нельзя отменить эту историю. И у тех, кто борется с прошлым, будущего нет.